это героический эпос. Его герои сражаются за мирное существование, за дружбу и сплоченность людей в борьбе с иноземными завоевателями. Я прошу пройти. Центральные персонажи этого эпоса, сказания, в основном женщины. Пис Сунзу – это как бы праматерь, она родилась еще в то время, когда зарождалось человечество. Пичен Арык, Ичин Арык Алтын Сезен, их отец. Пис Сунзу не смогла спасти солнечный мир. Наступило время захватнических войн. 3 поколения сражаются за отстаивают идею. Я прошу пройти на другую сторону и познакомиться с главной героиней этого эпоса Алтын Арык. Она борется защищая свой народ. В конце она гибнет, превращаясь в песок и камень. Дело в том, что Алтын Арык рождена белой скалой. Умирая, она дает жизнь своему младшему брату Таптан Мулату, который призван защищать свой народ. Ну, кто читал этот эпос, того, наверное, немножко смущает эти маски. Вероятно, представляли их более красивыми. И я спросила у художника Александра Алексеевна, почему он именно такими решил изобразить персонажей этого эпоса. Александр мне ответил, что, в общем-то, понятие красоты довольно относительно. Это еще не люди, это как бы перволюди. Они рождены землей. Их красота, возможно, заключается в силе. Женщины-богатыри, которые сражаются с мечом в руках, защищая свой народ. В нашем зале еще представлены куклы из спектакля «Актера Сара и змея». Как бы за рождение человечества жил старик, у него была дикая корова, и вот однажды, когда он ловил рыбу, он выловил бочонок, и в бочонке находился маленький младенец. И вот он усыновляет этого младенца. В 6-летнем возрасте младенец спасет козу, которую похищает затем черный человек. И маленький мальчик отправляется в поиски пегой коровы. И на этом пути он побеждает злую ведьму, катающуюся голову, становление человека. Он это выставка служит снопами, с копиями национальных рисунков, выполненных членом Союза художников. Владимир Митрофанович. Главная героиня, Мулата, в образе Кощея будет характер, может быть, сада, может быть. Взгляд на какие-то эпические сказания. Это выставочный зал. Ну, наверное, надо было хоть какой-то художественный совет пройти расширенный. Да, вы сами читали автонару? Нет, это просто содержание да. надо было Лично читали, да? придерживаться, На если хакасском они языке, выставку да? делают. Очень хорошо, что у нас возник спор. Это просто замечательно.
Почему? Потому что вообще, когда проходил спектакль, я думаю, что не каждый из нас посетил этот спектакль. И когда 29 мая приглашал театр сказки всех к обсуждению, как этот спектакль поставлен, как оформлены куклы, я думаю, что вы тоже там были. И должны были там сказать художнику театра, режиссеру театра, почему именно такое понятие у художника театра сказка, и почему это детям так преподносится. Вот я сейчас только что на эту тему говорила с Катажеком Александром. Вот я говорю, у меня такое впечатление, я знаю, что Алтынарах это золотая женщина. Женщина белого, да, белой силы, которая освобождает свое отечество. Как бы божественная она. Ну, может быть, да, поставить ей памятник такой божественный, понимаете. Дело в том, что вот этот метод, Она такое же рожденная мнение. это скалой из. Ну, это уже из истории, да. А другой разговор, понимаете как, что Алтынарах, она несла свободу народу, среди которого она жила. От темных сил, которые приходили нашествие на эту землю, так ведь? Она освободитель своей земли. Она боролась, да. И поэтому в нашем понятии, как у Душинина, золотая Алтынарах, на золотом коне, Да. с белой гривой и так далее. Это вот наше восприятие. А человек, который прочитал со стороны, не знающий этнографии, не знающий культуру этого народа, он прочитал Алтынарах, и он сегодня видит Алтынарах таким образом. И причем наша выставка называется «Мы из прошлого». А прошлое можно видеть как в тумане, как серое полотно и так далее. И винить художника или предъявлять ему претензию, что ты вот нехорошо сделал, или как художник не проработал до конца эту тему, мы, в общем-то, можем, имеем на это право. Но другой разговор, каждый из нас имеет свое субъективное отношение к тому, как он это дело Ну, народу создал. так вот, целому народу так преподносить. Там же не говорится, что она именно под землей только борется. Почитаемте, давайте это сказание. Значит, поэтому нужно было прийти на спектакль 29 мая и сказать. А музей выставил и сделал эту выставку с той Музей мы не целью. обвиняем. Мы Нет, это, секундочку. да, А театру музей эту выставку сделал для того, чтобы мы в конце концов хотя бы из любопытства пришли, посмотрели маски. А осенью, когда спектакль опять будет показываться, пожалуйста, посмотрите спектакль. А сегодня хотя бы познакомимся внешним оформлением этого спектакля. А потом, когда спектакль уже будет на сцене, и чтобы услышать слова, какие произносит вот эта маска, мы или не соглашаемся, или это возникает спор. А когда спор, это уже хорошо. Но это форум. Да, это форум, да. Вот так и будет. Значит, выставка не оставила равнодушными. Ну это замечательно, замечательно. И прекрасно то, что наша выставка-то еще сбоку, как вы обратили внимание, оформленными работами «Капелька». Хакасия богата не только устным народным творчеством, Хакасия богата еще наскальными рисунками. И прекрасно знаем, что на каждый квадратный километр у нас около 1000 памятников. И эти 1000 памятников не только в наскальных рисунках, но и богатство наше еще в нашем народе, который рождает эти великолепные эпосы, которые вошли в мировую этологию. Но это не это важно. А вот то, что как художники построили экспозицию, вот как бы эти тени, движущиеся тени из мрака земли, что ли, выходят. Вот Саша Катажеков говорит сейчас, Саша, Александр Иванович, я вас прошу, подойдите сюда, тут возник очень интересный разговор. В продолжение к тому разговору, который мы с вами начали. Да, пожалуйста. Саша Катажеков у нас все-таки художник, и, в общем-то, художник театра, так ведь скажем, да. Вот, а у него, оказывается, совершенно другое отношение к этому. У меня точно такое же отношение, как у вас, Ольга Васильевна, к этому выражению произведения Алтынарах. А Александр Иванович говорит совершенно другое. И послушав его, я немного с ним соглашаюсь. Хотя у меня есть свое по этому русские поводу. народные сказки, когда вот в театре оставят, ведь положительный герой или Кощей Бессмертный, я говорю, или же да, Нет, но Иван надо сказать, Царевич, что в или русских еще сказках кто-то. женщины никогда не сражаются с мечом, а здесь Ну и именно что? женщины-богатыри, Ну и что? наделенные Знаете, большой силой, ну, главное, они там, знаете, в сражаются, этом произведении защищая свой постоянно народ. Они- подчеркивается ее красота. А потом мы же Извините, в соседстве пожалуйста. еще с другими народностями живем. И пущенно дикую я вообще считаю это кощунственным. Это вообще, это, я считаю, беспредел, вот честное слово. Орыстап тадарлах шохтанина. Нет, лучше говорю. Ну, хоть Да, пятипестик, в общем- да, это... в общем, мне Айдан кажется- арах куннан силик, это называется айдан арах куннан силик. В общем-то, здесь сталкивается, как говорят, несколько мнений, то есть несколько подходов к решению проблемы. Как я вижу. Вот я очень восхищен работой Алексеева, Саши, просто в силу того, что он
в этих скульптурных формах нашел именно то звучание, какую-то мелодию, не мелодию, а какой-то вот такой мотив архаический, древний. Здесь эти лица, они абсолютно нашим, ну вот сейчас ширпотреб американский, например, преподносит Мадонну как эталон красоты. Будьте похожи на нее, и вы будете красавица. Здесь он, отходя от всех эталонов красоты, исходя из своего чисто внутреннего ощущения древности, архаики, попытался посмотреть на этот эпос как на миф. И если кто видел спектакль, то помнит, что, в общем-то, люди, вот, то есть живые, земные люди, они размером вот такие, рядом с этими вот исполинскими фигурами. И вот это вот сопоставление живых людей и неживых людей, это не люди. Это такая же разница между живыми нами и этими исполинами, которых он рисует, как между людьми и собачками маленькими. Потому что собачка живет в своих законах, собачьих законах, и не может понять многих требований, которые ему хозяин предлагает. Также вот и они живут в тех иных законах, иных категориях, которые нам непонятны. И здесь художник задача художника создать вот эту вот сгусток страстей, которые ими владели, этими героями. По хакасским традициям у нас нет четкого разделения добра и зла. Черное появляется только там, где есть белое. Когда нет белого, нет черного. Когда нет черного, нет белого. То есть они не есть олицетворение зла или добра. Они становятся злыми или добрыми в зависимости от того, что они совершают. И в этом подходе, мне кажется, Саша как раз, но мне кажется, вот, я ощущаю, я восторгаюсь, я восхищаюсь, я наслаждаюсь, я смотрю, и я насыщаюсь той энергией, или то, что вложил Алексей. Ну вот а дети-то, толпа детей придет, они огромная толпа зрительно детей воспринимают. придет и будет восхищаться, вот маньяк от них, да? Это ужас Давайте такой вот с маньяком тоже посчитаем. ужас такой же, как в свое время ужасались, что вот как можно на экране или на сцене вывести голое тело. Но это реальность, но это вот одна из тех наших атрибутов нашей жизни. Но Алексеев вот так вот увидел. Спорите, пожалуйста, спорьте, но его авторское видение имеет место. И как в художественном значении очень сильное, я считаю. А художественный очень совет сильное. проходило все это? Художественный совет? Да, проходила. Да, проходило. Тогда с художественного совета надо спросить. Я помню обсуждение этого спектакля, когда Валентина Евгеньевна. Нашим детям такое навязывают. Евгеньевна Это Майнагашева было сделано для присутствовала. детей старшего возраста. Это не для самых Все маленьких. равно они... Что сказала Валентина Евгеньевна? Она тоже не приняла. Опять же, я в этом усматриваю, вот все национальное, это должно быть красивое. Не национальное, там, пожалуйста, нас это не касается. Нет, не в этом дело. Это не опорочить национальное, а наоборот дать силы. То есть, ну, художник вот так вот нашел такой способ выразить их страсть. Я даже восхищенный этими фигурами задумал снять фильм. Но мне не хватило по тем временам около 5000,
чтобы осуществить материальную часть и приступить к съемкам. Именно с этими персонажами. Другой вопрос, что я с режиссурой не согласился. И я хотел свою режиссуру предложить для существования этих персонажей. Потому что то, что, скажем, тогда Столяров предложил, были тесны для этих вот мифических персонажей. Это не их способ поведения был. Но это персонажи убедительные, в них страсти, в них затаенная вот это вот скрытая в себе вот страсти. Во всех персонажах есть. И куда они эти страсти выплеснут? То есть на осуществление добрых начал или на осуществление злых начал?